Шагымба Перембанги, Каварым Вешлинде. Сывы Вардуан Мирзем, Арскала Булар. Эфирда, Кепре, Тельбулычень. Только что закончилась радиопередача «Шурумбу Щелдаре». В эфир она выходит на волнах радио «Семи Самары» раз в неделю и предназначается для тех, кто знает чувашский язык. История прославляет битвы, в которых мы умираем, но избегает говорить о вспаханных полях, которыми мы живем. Она знает имена царей, королей и всего их потомства, но ничего не знает о народах, которые их содержат. Вот парадокс истории. А народ это мы, это мамы наши, это папы, бабушки, их предания, их сказки, их праздники, их песни. Свою первую сказку я услышала на чувашском языке. Чуваши. Знаете ли вы, что это один из древнейших народов, предками которого являются легендарные гунны? Те самые гунны, которые во II-III веках нашей эры пересекли весь Евразийский континент, выйдя к берегам Атлантического океана. И на территории Галлии, где теперь Франция, произошла великая битва всех времен и народов. Знаете ли вы, что это один из немногих тюркских народов, исповедующих христианство, народ, сохранивший древнейший язык, по которому сегодня изучают язык древних тюрков? Предками чувашей были и волжские булгары. Представьте себе, 1100 лет тому назад на территории современных Самарской и Ульяновской областей, Чувашии и Татарстана было мощное государство – Волжская Булгария. Ее столицей в разные времена были Булгар и Беляр. По данным аэрокосмических съемок, город Беляр в XI веке по площади намного превосходил средневековый Париж. В XIII веке города и селения Волжской Булгарии были стерты с лица земли полчищами Чингисхана. Потомки волжских булгар, сумевшие сохранить себя, свою самобытность. Сегодня у них праздник Уяв. Сколько веков этому празднику, сложно сказать. Его никто не организует. Он естественен, как время года. 22 мая приходит Уяв. Его надо встретить. Целый день идут приготовления. А к вечеру сельчане выходят за околицу села, поют веселые песни, радуются приходу Уява. Это я,
старину, начиная с этого дня, в селе по вечерам не умолкали песни, хороводы, игры, танцы, веселье. Приходила молодежь из соседних сел. Парни и девушки знакомились друг с другом. Здесь они находили своих суженых. Длился этот праздник, пора хороводов, до самого начала сенокоса, до Петрова дня. В этот день, 12 июля, всем селом выходили провожать уяв. Праздник шел по селу, повторяя извечное движение солнца с востока на запад. Сначала 3-4 женщины, затянув грустную песню, шли по улице. Постепенно к ним присоединялись другие женщины, девушки. Всех встречных они приглашали провожать уяв. Поздно вечером собирались на западной окраине села и водили последний в этом году хоровод. После торжественных проводов уява хороводные песни уже не исполнялись. Чувашские хороводы представляли собой прекрасное, завораживающее зрелище. Вот что рассказывал о них русский писатель Гарин Михайловский. Подойдя, девушки взялись за руки, составили круг и начали петь. Это было такое оригинальное пение и зрелище, какое я никогда не видел. То есть видел на сцене, в балете, в опере, но это был не балет, не опера, а сама жизнь. Естественен и непередаваемо красив этот хоровод молодых весталок. Что оперы, что романсы, разве передадут они эту песнь народа? Тысячи лет сквозь ломку, пронесшего с собой яркий образ прежней жизни. Так 2000 лет назад, может быть, слушал какой-нибудь путник, в честь которого пели девушки. Так мог стоять и мой предок. И заколдованной песней я видел теперь то, что скрыто от смертных. Сегодня в хороводе почти нет молодых. Эти бабушки изо всех сил стараются, чтобы не угас традиционный праздник. Они как бы чувствуют ответственность перед будущим за этот хоровод, за эти песни, которым 1000 лет. Неужели на их поколении оборвется эта песня? Если глянуться вокруг, в принципе, все мы одеты одинаково. Одни и те же куртки, одни и те же фирмы, одни и те же брюки. Раньше же, взглянув на человека, по его костюму можно было очень многое узнать о нем, откуда он родом, о его происхождении, о социальном статусе, о возрасте человека и даже о миропонимании народа. Чувашский женский костюм в течение времени меньше всего претерпевал изменения. Вообще, по поверью чуваш считалось, что женщина является как бы связующим звеном с космосом, и такое большое значение придавалось ее костюму, оформлению этого костюма. Чувашки уважали белый цвет, цвет невинности, цвет чистоты, и в основном они носили рубашку из белого холста, туникообразный покрой, и украшали разнообразной вышивкой. Каждая вышивка, ромб ли, розетка ли, круг ли, все это характеризовало связь с космосом, имело символическое значение солнца. Женский костюм также украшали набедренные и поясные повязки. Вот это украшение называется яргач. Тут нашиты бахрома, бисер, цветная ленточка и вышито дерево керемить, священное дерево чуваш, у которого они совершали свои магические обряды. Это священное дерево, самое главное дерево в миропонимании чуваш, на котором держатся 3 мира, в котором мы живем. 3 каких мира? 3 мира. Это тот потусторонний мир, в котором живут черные силы, светлый мир, верхний мир, в котором живут боги, светлые души, и 3-й мир, в котором мы вместе с вами находимся. В женский костюм также входили головные уборы тухья, хушпу. Тухья носили девушки, хушпу носили женщины. И ни в коем случае нельзя было женщине одеть головной убор девушки.
тухья. Это считалось страшнейшим грехом, и за это последовали какие-то страшные наказания. Украшались они монетами, бисером, кораллами, ракушками кауры. Кстати, эти ракушки кауры, они были привезены с берегов Индийского океана. Это говорит о том, что чуваши в древности вели торговлю со странами Ближнего Востока, Среднего Востока, Азии. Праздничный костюм чувашки весил 2-3 килограмма. Это было огромное богатство, передаваемое из поколения в поколение. Говорят, в старину женщина не расставалась со своими украшениями, даже в поле брала с собой головной убор. Такое богатство нельзя было оставлять в селе, а вдруг пожар. Хушпу и тухья в древности имели магическое значение, оберегали, защищали от злых духов. Современные ученые находят сходство между украшениями чувашской женщины и украшениями женщин Индии, Ирана. Сегодня в России насчитывается 1 850 000 чувашей. В Самарской области, по данным переписи, они занимают 2-е место после русских. К сожалению, многие из них не умеют ни читать, ни писать на своем родном языке. Уходят старики, уходит язык, уходит древнейшая культура. В старину чуваши окружали себя предметами быта, культа с изображением Арама-Чалдаре, звезды гармонии. Это своеобразное завещание наших предков своим внукам, правнукам, жить в гармонии с окружающим миром. В этих узорах тайный знак, смысл которого понимают только историки. Но нет гармонии в обществе, как нет ее и в душе человека. Люди пытаются жить по законам предков, и нельзя допустить, чтобы это безвозвратно ушло. Я часто думаю об этом. Существовали древние империи – Рим, Византия. Когда-то процветали культуры ацтеков и майя. Звучал древнегреческий, санскрит, латынь. Их сегодня нет. Неужели и мой народ, язык моего народа окажется в этом числе? Сантиметр короче, и регистрардан жоқ, керкене газавилде. Бомбалянда!